Участники Мирнинского автоклуба «Медведь» совершили первый зимний автопробег к Патомскому Нагорью. Экспедиция состоялась в конце марта в рамках проекта «Забытые уголки Якутии» и посвящена на 70-летию открытия Патомского кратера. Подробнее в материале нашего корреспондента. Патомский кратер – это одно из самых загадочных мест на планете, которое расположено примерно в 700 километрах от Мирного, но уже в Иркутской области. Чтобы до него добраться, членам автоклуба «Медведь» нужно было проехать через Ленский, Алекминский и Бадайбинский район Иркутской области. Нас заинтересовало это уникальное чудо природы. То ли это космический болид, то ли это вулкан. До сих пор наукой так до сих пор и не доказано, конкретного какого-то ответа нету. Нас заинтересовал этот объект. Так посмотрели по карте, что дороги есть. Мы созвонились, значит, со всеми населенными пунктами, поняли, что дорога позволяет. И вот мы на 3 машинах, на 3 УАЗиках поехали в Патомский кратер. Надо сказать, что в этом году у нас не только познавательная миссия была научно-исследовательская, так как мы ехали под эгидой Русского географического общества. Дорога до пункта назначения тяжелая. Во время экспедиции медведям приходилось по несколько раз вытаскивать технику из сугроба и тратить пару часов в сутки на ремонт автомобилей. Эта экспедиция у меня первая была. Заинтересовала дорога, которой не был там никогда. Интересно было съездить. На кратер интересно было глянуть, где это находится. Через 2 суток мы добрались до поселок Перевоз, но это еще до кратера 45 километров в сторону Бадайбо. Это уже Иркутская область. Мы там переночевались, опять же подчинились. Оставшийся километраж на машине не проедешь. Доехать до Патомского кратера медведям предстоит на оленях упряжках дяди Гоши, местного оленевода. – 12 километров на оленях по льду и по снегу. И вот члены экспедиции уже на склоне Патомского Нагорья. Вот такой масштаб этого кратера. А он человек. По просьбе Института геологии Мирного они произвели на кратере заборы проб грунта и растительности. Замеры радиационного фона, фото и видеоматериалы сегодня переданы и исследуются в лаборатории научно-исследовательского института «Алроса». Евгений Тайтонов, Марьяна Кутукова, Мирный.